Угу. Пожалуйста. Кира Курилова. Кира Курилова, Радио России Саха, начальник службы. Ну, скажите, пожалуйста, Егор Фанович, как западные санкции могут сказаться на наших договоренностях с Всемирным банком по поводу строительства детских садов? Это первый вопрос. И вдогонку, наверное, как западные санкции могут сказаться и на акционерной компании «Алроса»? Об этом много говорят, но конкретных цифр пока не называется. Спасибо. Но по программе строительства детских садов это вряд ли будет мешать, потому что мы как бы окончательно обговорили и договорились. Это один из экспериментов, который проводит Всемирный банк по отношению к Российской Федерации с участием субъектов Российской Федерации. Это Якутия сегодня пробивает для других субъектов. Это дорогу пробивает, и проект решения, более закрыта эта тема, поэтому проект решения правительства уже, в принципе, согласован и лежит на подписи руководства правительства Российской Федерации. То есть мы находимся на завершающем этапе. Я думаю, что ничего не произойдет, и эти санкции нам не должны помешать. Вот, так обговаривали эти вопросы. Это делается ради детей, а не ради вооружения или ради чего-то, а именно ради детей. Поэтому мы этот вопрос немножко по-другому смотрим. То есть будем добиваться дальше. Хотя мы над этим работали 3 года. Так, по «Алросу» я отвечаю следующим образом. Конечно, заявления были о том, что давайте «Алросу» точки продажи алмазов закрыть, но она же связана вообще с целой мировой конъюнктурой, а не с решением одной страны или 2-3 стран, или группы стран. Во-первых, конъюнктуру рынка сегодня диктует сама компания «Алроса» как первая компания в мире по добыче и продаже алмазов. Сегодня очень много зависит рынок алмазов именно от действий самой компании «Алроса», а не от внешних факторов. С одной стороны, но с другой стороны, компания сегодня все-таки имеет очень такой большой рейтинг среди алмазодобывающих компаний. Они на сегодня, например, по рынку смотрят на «Алросу», как я сказал. Ну и диверсифицировать можно направление продажи алмазов. Здесь мы тоже проблем не видим. В частности, речь идет о Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай – это бездонная бочка по рынку. Поэтому я не вижу пока никаких проблем. Если сама конъюнктура в целом по миру упадет, потребность в алмазах сократится, этого я вряд ли представляю в ближайший год. Женщины пока есть, у нас алмазы будут продаваться.